Здравствуйте, вы смотрите программу «Прямой разговор». И сегодня о жизни самого большого региона страны. Мы поговорим с главой Якутии Айсеном Николаевым. Айсен Сергеевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Я напомню, что принять участие в нашем разговоре могут и зрители. Для того, чтобы задать свой вопрос, нужно позвонить по номеру телефона в студии 320202. Прямая трансляция ведется и на нашем сайте gtrksaha.ru. Айсен Сергеевич, ну что ж, начнем, пожалуй, с самого актуального. Это лесные пожары. Обстановка в Якутии непростая. Вот как на сегодня складывается ситуация и хватает ли сил и средств для борьбы с природной стихией? Безусловно, пожароопасный сезон этого года у нас проходит в очень такой непростой обстановке. У нас крайне жаркая весна. С 1971 года у нас такой жары именно в мае месяце не было, как у нас нынче. После этого достаточно, опять же, жаркий июнь, июль. В некоторых районах месяцами не было вообще осадков. Ну и в результате этого, конечно, у нас лесные пожары, к сожалению, возникают достаточно интенсивно. Пока, конечно, мы не говорим о том, что повтор 2021 года, но это один из самых таких сложных пожароопасных сезонов последних десятилетий. На сегодняшний день у нас действует 169 пожаров лесных. Мы активно тушим 69 из них. 100 проходят в очень удаленных, труднодоступных, в первую очередь, горных территориях, куда реально невозможно даже не долететь, не работать там нашим лесопожарным службам. Конечно, по ряду населенных пунктов время от времени возникают достаточно напряженные моменты. Вчера ситуация осложнилась по Белой горе, Абыйском районе, где в результате очень сильной ветровой нагрузки, высоких температур, пожар, который был сначала на удалении 26 километров от населенного пункта, за последние дни достаточно серьезно приблизился, где-то порядка 10 километров до села. С учетом опасности, которую этот пожар представляет, потенциальной угрозы перехода на верховой пожар, мы перебросили туда дополнительные силы. Вчера министр по чрезвычайным ситуациям и обеспечению жизнедеятельности населения Дмитрий Николаевич Лепчиков туда вылетел с большим отрядом спасателей. Сегодня дополнительные силы из Зарядки перебрасываются на вертолете. Из города Якутска также вертолетом ЧС будут доставлять тоже и водосливное устройство, и людей. Уверен, что мы все соответствующие меры там примем. Там сейчас работает активно и местное население, и пожар будет удержан. Что касается Алюкманского района, где у нас наиболее такая с самого начала сезона тяжелая ситуация по пожарам, у нас там практически треть всех наших сил сейчас сосредоточена именно в Алюкманском улусе, почти 600 человек из более чем 1800, которые работают на тушении пожаров. Ситуация далеко не простая, возникают каждый день новые пожары, но их тушат, потом возникают новые. Такая перманентная борьба идет. По Тяне, где была такая тяжелая ситуация за последние дни, связанная с тем, что и сильная задымленность мешала вообще доставить туда любую помощь по воздуху, а по земле уже добраться туда и по воде невозможно, то вчера все-таки в результате работы и самолетов-зондировщиков дожди прошли, причем хорошие дожди. Сегодня туда дополнительные силы как раз вертолетами по всему району тоже там перебрасываются в те места, где у нас обстановка сложная. В том числе и в Тяню. Так, будут переброшены дополнительные силы. Уверен, что там тоже ситуация сейчас уже начнет стабилизироваться. В целом сил и средств, нельзя сказать, что их много, так, потому что реально сейчас пожары идут не только у нас, но они идут и в Амурской области, и в Забайкальском крае, и в Иркутской области, как раз по такому поясу достаточно широкому. И, конечно же, лесопожарных сил не хватает. Но вместе с тем федеральная группировка, которая работает на нашей территории, группировка регионов, которые нам помогают, сегодня почти 600 человек. Мы смотрим также и местные ресурсы. Хотел бы похвалить глав ряда районов, которые мобилизовали свое местное население и справляются с ситуацией, в принципе, своими силами в основном. Это и Вилюйский район, это и Верхневилюйский район, где тоже значительное количество пожаров, которые возникли за последние недели. И по другим районам мы, в принципе, там, где необходимо сесть, нам помогает и прокурора для того, чтобы планы тушения, которые были утверждены, они строго исполнялись, в том числе и по привлечению сил и техники от местных предприятий. Уверен, что, еще раз говорю, мы сегодня, конечно, гораздо
лучше подготовлены, чем в 2021 году. У нас и людей больше, и техники больше, и мы понимаем, где на первую очередь надо действовать, поэтому уверен, что ситуацию мы удержим до конца и не дадим пожарам серьезно разгореться и представлять прямую угрозу населенным пунктам. Тему лесных пожаров обсуждали на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Вы также приняли в нем участие. Во время заседания президенту доложили, как исполняется его поручение по увеличению финансирования регионов, где площадь тушения лесных пожаров стала больше. В их число, кстати, входит и Якутия. Расскажите об этом подробнее. Когда Владимир Владимирович Путин у нас был 18 июня, я в числе ряда вопросов, которые поставил перед ним, поставил вопрос о недостаточном финансировании по тушению лесных пожаров. Если в 2021 году мы тушили, обслуживали территорию порядка 40 миллионов гектар, то за последние годы, в течение 2022-2023 года, мы последовательно увеличили эту территорию, и сегодня мы тушим, обслуживаем пожары, которые могут возникнуть на территории уже 70 миллионов гектар. Но это, конечно, тоже недостаточно. Наша задача все-таки в течение ближайшего десятилетия покрыть всю территорию республики. У нас по лесам это 250 миллионов гектар. То есть нам есть куда стремиться, но при этом финансирование, которое мы получаем из федерального бюджета на эти цели по переданным полномочиям, оно составляет всего лишь сумму, которая была в 2021 году. Была по итогам 2021 года нам увеличена, нам тогда серьезно увеличено, до этого у нас было 600 миллионов, стало 1 миллиард 600. Но сегодня мы, еще раз говорю, тушим на территории уже почти более чем в 2 раза больше, чем расчетно. И, конечно, средств не хватает. И президент поддержал нашу позицию, соответствующие поручения даны, и как раз министр природных ресурсов Александр Александрович Козлов президенту доложил, что по итогам работы с Министерством финансов достигнута договоренность, что со следующего года уже 3 регионам, наиболее таким крупным с точки зрения возникающих возможных лесных пожаров, это Забайкальский край, Красноярский край и Республика Саха-Якутия, будет увеличено финансирование. Сейчас пока речь идет о том, что нам с 1 миллиард 600 увеличат до 2 миллиардов 800 миллионов рублей. Обсуждение идет, сейчас бюджет федеральный только обсуждается. Очень надеюсь, что эти первоначальные цифры, они до конца останутся. И на самом деле это, конечно, очень существенно поможет нам еще более эффективнее, быстрее тушить лесные пожары, которые, что бы мы ни говорили, на самой большой территории лесной в стране, 250 миллионов гектар, это, еще раз напомню, треть лесных лесов России, конечно, возникали и будут возникать в силу, в первую очередь, природных пожаров, природных таких явлений, таких как, в первую очередь, сухие грузы. Александр Сергеевич, мне сообщают, что у нас есть первый звонок. Давайте его послушаем. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. 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 Добрый день, Александр Сергеевич. Я живу в городе Якутске, дом 19/1 по улице Октябрьская. С 13 мая у нас отключен газ, и когда его включат, мы совершенно не представляем. Существуют же какие-то нормативы, по которым должны эти работы проводиться. И у нас есть опасения. Дом старый, все пользуются электрическими плитками, и боимся, что просто не выдержит проводка. Можно ли ускорить процесс этот подключения газа к дому? Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле проблема очень острая. Она возникла не вчера, на самом деле. Она возникла достаточно давно. И по требованиям сегодня и законодательства уже, сейчас обслуживание всех многоквартирных домов с газом, газовых сетей, оно передано уже специализированным организациям, газовикам. И сейчас, после того, как эта передача состоялась, газовики считают, что очень большое количество домов, оно не отвечает требованиям безопасности. По требованиям, которые были выставлены в адрес управляющих компаний, ТСЖ, должна была быть проведена работа по проверке соответствия внутридомового и внутриквартирного газового оборудования соответствующим требованиям. К сожалению, более 200 домов, они на момент принятия решения об отключении от газа никаких данных не представили.
Соответственно, произошло вот отключение газа. Так, это сделано согласно требованиям законодательства. Потому что газовики не могут ставить под угрозу жизни и здоровье людей. Реально мы видим по стране, как, к сожалению, такие случаи именно из-за неисправности внутридомового или внутриквартирного газооборудования периодически происходят с разрушением домов, с гибелью людей. Вот. На сегодняшний день порядка 50 домов Сахатранснефтегаз подключил к газу. Вот. Но вот около 150, чуть менее 150 домов еще не подключены. Конечно же, здесь вина во многом управляющих компаний, причем очень крупных, да, я здесь не буду их называть, но я прекрасно их знаю, потому что мне докладывают про них. Удивительная позиция, ну, еще раз говорю, крупнейшей управляющей компании города Якутска, которые отказывались до недавнего времени вообще, ну, работать по новому законодательству, федеральному причем. Но вот после вмешательства прокурора республики, после проведения ряда таких серьезных мероприятий, сейчас лед двинулся, сейчас работа уже активизировалась. Конечно же, я недоволен темпами работы со стороны, в том числе и у нашего жилстройнадзора, УГСЖ, которое должно было меры уже применять ответственности к управляющим компаниям, и соответствующее поручение в их адрес уже есть. Сейчас Министерство промышленности эту работу координирует, и очень надеюсь, что эта работа будет все-таки в ближайшее время полностью проведена, и люди не будут страдать. У нас, к сожалению, же как происходит? Ну вот дом, например, 100 квартир. 90 квартир пускают газовиков, они проверяют, все соответствует, заключение дали. 10 квартир, никого нету, никто не открывает. На всякие обращения, ну, никакой реакции нет. Может, люди уехали, может, люди на даче живут и не приезжают в город, так, но об этом же, наверное, все равно как-то можно же узнать, так, и принять меры по допуску людей, проверяющих газовое оборудование в квартиры, для того, чтобы проблему снять для целого дома. А газовики, пока хотя бы одна квартира в доме не проверена, они по закону не имеют права допуски давать, иначе в этом случае ответственность возникает именно для них в первую очередь. Поэтому проблема есть, и проблему я знаю, и мы будем ею заниматься для того, чтобы все-таки максимально быстро ее до конца довести. Александр Сергеевич, в республике уже приступили к заготовке сена. Вот для нашего региона кормозаготовительная кампания – это период ответственный, и от того, как она пройдет, зависит зимовка. Вот какие задачи стоят на этот год, и есть ли прогнозы? Ну, у нас план на этого года 435 тысяч тонн сена заготовить. Работы начались, они начались все-таки с определенным опозданием, потому что вот особенности в Заречье, все мы ждали прохождения осадков для того, чтобы травостой был лучше. К сожалению, вот июньская жара, она все-таки не позволила травостою более-менее нормальному по ряду районов установиться. Но вот сейчас, после прохождения дождей на прошлой неделе, есть все-таки уже определенный оптимизм, что травостой будет такой нормальный. Вот. Не сильно хороший, но и не сильно плохой. Поэтому мы считаем, что планы вполне можно выполнить. Конечно же, нужна работа мобильных бригад, и поручение дано Минсельхозу обеспечить совместно с улусами работу мобильных бригад, потом обеспечить уже вывоз сена с дальних участков. На прошлой неделе я собирал глав центральных и заречных районов в Татте. Мы этот вопрос достаточно серьезно обсудили. Уверен, что все решения будут вовремя приняты, и наши аграрии, как всегда, выполнят поставленные задачи. Вот. Сегодня, еще раз говорю, эта работа только началась, порядка 2500 тонн отчитались уже о том, что уже подготовлено так. Но это, конечно, гораздо меньше, чем в прошлом году на этот период. И тогда тоже немного было, где-то около 15 тысяч тонн. Поэтому определенное отставание есть, но мы на него пошли вполне осознанно для того, чтобы травостой, в первую очередь, по центральным и заречным районам все-таки установился лучше. Весеннее половодье у нас выдалось тоже непростым, пострадали сразу несколько районов. Как сейчас идет ход восстановительных работ? Знаете, в основном работы проведены, проезды везде обеспечены, электричество, газ, везде все, что надо восстановить, инфраструктура восстановлена. Сейчас наша главная задача – это обеспечить до конца все выплаты пострадавшему населению и обеспечить ремонт пострадавших зданий. Здесь хочу подчеркнуть большую помощь со стороны федерального МЧС.
лично министра Александра Вячеславовича Куренкова, который буквально сразу вот после наводнения к нам приехал, на месте ознакомился с ситуацией, и именно благодаря его поддержке статусу наводнения в Якутии был присвоен статус федерального ЧС, что позволяет сейчас жителям, в том числе, получать и федеральные выплаты после проверки всех документов. Ну и, конечно же, мы также заявились в федеральный бюджет с заявками на ремонт и дорог, на компенсацию наших расходов и на ремонт ряда социальных объектов. Здесь работа идет очень активно, все документы представлены в правительственную комиссию. После соответствующей проверки мы надеемся на получение средств. Сегодня свыше 9 тысяч заявлений поступило от граждан. Это и заявления на материальную помощь, и на финансовую. То есть реально у нас пострадало, по нашим подсчетам, порядка 4800 человек. Вот. Более 229 миллионов рублей уже перечислено гражданам на компенсацию вот, по материальной и по финансовой помощи. При этом хочу напомнить, что по моему поручению были значительно увеличены цифры по как раз материальной и финансовой помощи. Более чем в 5 раз увеличили по выплатам по утере имущества. У нас это было раньше 10 и 20 тысяч, сейчас это стало 50 и 100 тысяч. Вот. Ну и увеличен размер единовременной выплаты тоже, материальной помощи для населения. Хочу также сказать, что большую работу провели и предприятия, и общественные организации, землячество по оказанию помощи в первые дни, особенности, когда было сложно. Так. Ну и я считаю, что мы показали пример такой хорошей сплоченности якутяне. Всем миром помогли нашим гражданам справиться с этой тяжелой проблемой, с тяжелой бедой. Но уверен, что мы до конца все работы доведем и по восстановлению жилья, и по восстановлению социальных объектов. Там, где надо, может быть, даже мы будем сейчас рассматривать вопрос строительства новых объектов. Вот там, где мы все-таки видим, что жилье пришло или полностью в негодность, или мы видим, что социальные объекты уже тоже не подлежат восстановлению. Такие решения тоже будут приниматься. В Якутии в самом разгаре сезон строительных работ, большое количество соцобъектов и возводится, и ремонтируется. Идет большой ремонт в больнице Усьянского района, в Нерюнгринском идут работы. Вот сколько предстоит сделать за этот год? Ну, у нас этот год по итогам должен быть рекордным. 76 социальных объектов мы должны построить и ввести по всей республике. Это не считая капитальных ремонтов, о которых вы говорите. Вот. На сегодняшний день уже введено 17 объектов. Причем такие крупные, как и онкологический диспансер, например, республиканский. И эта работа у нас будет продолжаться. Где-то есть запаздывание, где-то мы идем впереди графика. Так, я еженедельно практически эти все вопросы рассматриваю. Правительство докладывает. Есть, конечно, к сожалению, достаточно много проблем, связанных с растеплением грунтов. Мы уже, к сожалению, должны констатировать, что у нас, если раньше это было 10-20%, то сейчас уже 70% новых строек по социальным объектам крупных, которые мы начинаем, мы попадаем на растепленные грунты, которые во время изысканий не были в силу тех или иных причин, они выявлены. Да? Ну и, конечно, это приводит к тому, что мы должны проводить определенный комплекс работ по замораживанию грунтов, что в свою очередь ведет, конечно, уже и сдвиг стройки на год минимум, а то и на 2 вправо. Вот. Конечно, это такая нехорошая тенденция, но она уже сегодня очевидна. И здесь, конечно же, и правительству, и муниципалитетам надо, во-первых, более серьезнее подходить к изысканиям и составлению проектной документации, но, во-вторых, все-таки по срокам строительства нужно нам тоже более правильнее планировать для того, чтобы, в том числе, когда заявляемся на федеральные средства, мы все-таки заявлялись на полностью готовые участки. Вот мы сейчас имеем, например, проблемы по строительству школы в Сунтарах. Большой школы, где мы попали на грунты, которые абсолютно не соответствуют нормам строительства. Сейчас комплекс идет по замораживанию, так, но понятно, что до конца года этот объект уже не может быть введен так, по нормам, в первую очередь, безопасности. Вот, то есть будет сдвиг вправо. Так. Но другой вопрос, что объект все равно надо будет достраивать в обязательном порядке. Так. Ну, вот, к сожалению, из-за
или ошибок при проектировании, или вот изыскательских работ, и вообще неправильного выбора участка, вот мы, к сожалению, вот, ну, нужный и очень важный для района объект будем вводить на год позже. Вот вы уже немного сказали, да, действительно, большинство, если не все эти объекты строятся в рамках национальных проектов. Не так давно вы проводили совещание о ходе реализации. В целом, как идет работа и есть ли проблемные места? Ну вот как раз проблемные есть по ряду объектов постройки, вот о них я уже сейчас рассказал. Вот, но если смотреть по показателям нацпроектов, это ведь не только, это даже не сколько стройки. Нацпроекты на что направлены? На решение тех или иных национальных задач. Вот, это продолжительность жизни, это уменьшение там, заболеваний по каким-то видам, это число, например, занятых там, в малом бизнесе, ну и много-много разных других показателей, которые в целом характеризуют как раз качество жизни людей, улучшение социального самочувствия населения, вообще же показывают, насколько в стране у нас стало лучше жить. И с этой точки зрения мы постоянно, вот я мониторю исполнение национальных проектов, здесь нам и прокуратура серьезно помогает, я бы особо хотел это отметить. Так, мы видим, что все-таки качественное улучшение по исполнению нацпроектов у нас на территории наблюдается. Вот если сравнивать год назад, то у нас на сегодняшний день где-то, ну вот по итогам первого полугодия, где-то 37% показателей было исполнено. Сейчас мы видим, что эта цифра уже почти 50%. То есть в этом году исполнение гораздо лучше, чем прошлые годы. Уверен, что эта тенденция у нас будет сохранена до конца года. И, конечно же, национальные проекты, они должны быть исполнены именно с точки зрения обеспечения качественного улучшения жизни людей у нас в республике. Василий Сергеевич, у нас еще один звонок есть. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Алло. Да, мы вас Добрый слушаем. день. Здравствуйте. Слышно, да? Да. Ага, Александр Сергеевич, я звоню из поселка Усть-Мая. И мы хотим вам выразить лично от себя и от жителей поселка огромную благодарность. И, конечно же, президенту, что у нас открылась такая просторная, светлая и, самое главное, оборудованная больница. И, конечно же, мы очень рады, что теперь у жителей есть возможность пройти все обследования, все анализы пройти в одном хорошем оборудованном месте. И все знают, что у нас Усть-Мая является отделенным поселком, что у нас не всегда получается выехать до центра нашей республики, к сожалению, да. Вот. И еще раз мы искренне вам благодарны и говорим вам большое спасибо. Спасибо за звонок. Спасибо большое за слова благодарности. Ну, на самом деле, Усть-Майская больница, она очень хорошая получилась. Построена она в рамках как раз вот программы модернизации первичного звена. Вы знаете, я говорил, там одна лаборатория, наверное, вот комплекс, который лаборатория занимает, наверное, чуть меньше, чем вся больница, которая раньше была. Так? Ну, реально построено очень красиво, очень правильно, по уму. Ну и, конечно, оборудование. На одно оборудование мы, если не ошибаюсь, почти 500 000 000 рублей было направлено. Вот. Раньше мы такие деньги, конечно, на только одно оснащение одной только районной больницы, конечно, не могли направить. И вот благодаря нашему президенту, благодаря его поддержке Якутии, вот такие средства мы сейчас получаем и строим. И вводим такие замечательные объекты, которые, конечно же, служат главной задачей вот по нацпроекту здравоохранения, это увеличение продолжительности жизни нашего населения. Вот. И более того, это же только начало. Мы сейчас строим в целом ряде населенных пунктов наших крупных, вот как раз тоже больничные комплексы, которые, на мой взгляд, тоже очень высокого качества, и уверен, они тоже послужат делу вот как раз улучшения здоровья населения нашей республики. Василий Сергеевич, ну и, конечно, мы не можем не задать вопрос о поддержке наших воинов и якутян, которые находятся в зоне специальной военной операции. Как сейчас идет работа? Работа у нас идет на постоянной основе. Мы ни на день ее не останавливаем, я не прекращаю ее контролировать лично. Всего у нас за эти время, прошедшее с начала спецоперации, порядка 2 с лишним миллиардов рублей направлено именно на материальное и техническое оснащение наших воинов. В этом году уже 670 миллионов. Вот.
Работа сейчас идет у нас через единый координационный центр. Но, конечно, в этом году у нас после ряда решений на высшем уровне страны, уровне Министерства обороны, есть определенные изменения. У нас помощь сейчас по технике и оборудованию идет в первую очередь по заявкам руководства воинских частей, которые еще также подкрепляются во многих случаях и руководством военных округов. И здесь, конечно же, приоритет отдается уже такой технике высокопрофессиональной, востребованной. Это и беспилотные аппараты, это и наши «Соколы», это и другая спецтехника, которая крайне сейчас нужна нашим воинам. Так? Ну и, конечно же, я хотел бы поблагодарить и районы, которые сейчас очень активно работают в части как раз оснащения наших бойцов с точки зрения гуманитарной помощи. Это и продукты, это и форумы, это и другие необходимые нашим бойцам предметы первой необходимости, которые по линии районов постоянно поступают и доходят до наших опорных пунктов. Здесь еще раз хочу подчеркнуть, что работа будет идти на такой серьезной постоянной основе. Только сейчас то, что касается высокотехнологичного оборудования, оно все у нас идет именно по согласованию и по заявкам уже руководства воинских частей. Но я считаю, что это правильно, чтобы как раз те направления, по которым мы помогаем, они учитывались. Это тоже очень важно, потому что, к сожалению, особенно первый год бывало так, что помощь, которая поступала, она оставалась бесхозной, и это, конечно, не способствовало ее более эффективному использованию. Есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Айсен Сергеевич, добрый день еще раз. Меня зовут Саргалана Николаева. У меня вопрос такой. Я из города Якутска, и вчера мы с вами встречались. У нас ситуация такая. Мы отправили детей в лагерь, это дети СВО, Краснодарский край. И когда они приехали, оказалось, что лагерь, который выиграл тендер, он не соответствует техническим условиям, санпин нормам, да. И что сейчас на данный момент делается, чтобы исправить эту ситуацию? Потому что, конечно, это ситуация, которая не терпит отлагательств. Детей необходимо спасать. Спасибо. Спасибо. На самом деле, конечно, это крайне возмутительная ситуация, которая возникла по вине туроператора, который выиграл конкурс. К сожалению, я здесь хочу сказать, к сожалению, не всегда те, кто у нас выигрывают те или иные конкурсы по государственным закупкам, ведут себя подобающим образом. Здесь мы видим очень яркий пример, когда человек конкурс выиграл, достаточно серьезно, цены понизив, предприниматель, если не ошибаюсь, из Санкт-Петербурга. В итоге мы сегодня столкнулись с тем, что, судя по видео, которое отправляют дети, крайне неудовлетворительное состояние. Конечно, сейчас там масса объяснений, что это лишь один корпус, что все не так плохо, что сейчас все исправят, все будет хорошо, но понятно, что и возмущение и родителей, понятно и состояние детей. Так, вчера вечером ко мне как раз я в здание ДП выходил, вижу, женщины стоят, подошел, что случилось. Мне рассказали, и я вчера вечером уже дал поручение. К сожалению, вчера выезд детей у нас не состоялся, позднее время, так? Но сегодня туда первый заместитель министра образования уже вылетела. Я также с утра уже разговаривал с прокурором республики, который уже тоже связался со своим коллегой в Краснодарском крае. Мы также дали ряд поручений уже и по спредству республики, соответствующим министерствам, для того, чтобы в кратчайшие сроки, это считайте, сегодняшний день, мы все-таки детей из этого лагеря вывезли, так, и перевезли их в другой лагерь, в котором который выиграл первые и вторые смены, и там дети отдыхали, ни одного нарекания ни со стороны детей, ни со стороны родителей не было. Так? Но по третьей смене, увидите, уже кто-то решил там поиграть хорошего предпринимателя, цены снизил, так, а качество услуг крайне низкое. Поэтому буду держать этот вопрос на контроле. Но, конечно, это абсолютно безответственное, еще раз говорю, поведение предпринимателя. И, конечно же, контингент, который у нас отдыхает, это дети наших военнослужащих, поэтому это для нас тоже очень
важная такую составляющую. Мы обязательно доведем дело до конца, чтобы наши дети были защищены. Александр Сергеевич, ну эфирного времени осталось совсем мало. Вот буквально несколько слов по итогам игр «Дети Азии». Игры «Дети Азии» прошли на очень высоком уровне. Прошли с участием, ну, совместно с Россией, если считать, 25 стран приехало. Это на самом деле в наше время очень дорогого стоит. И я могу сейчас уже, ну, после того, как игры закончились, сказать, что ряд стран получали определенные там сигналы от Международного олимпийского комитета, от различных там международных организаций о неучастии. Но в целом, еще раз говорю, все те, кого мы хотели видеть, все приехали. Главное, что состоялся праздник мира, праздник дружбы, детского спорта. Дети все очень довольны. И уверен, что и якутяне в целом получили очень позитивную такую энергию от такого прекрасного праздника, который мы благодаря вот Михаилу Ефимовичу Николаеву, нашему первому президенту, в свое время получили, и который будет и дальше продолжаться. Ну что ж, на этой позитивной ноте завершаем эфир. Спасибо, что пришли к нам в студию. А я напомню, что те вопросы, которые не прозвучали в эфире, мы передадим главе Якутии. Это был прямой разговор с Айсеном Николаевым. Всего вам доброго и до встречи.